Экспозиция Национального музея Республики Северная Осетия-Алания. Наряду с древними артефактами здесь хранятся экспонаты, имеющие прямое отношение к современной эпохе. Среди них макет фотонаборной машины. Он выполнен руками самого автора изобретения – Виктора Афанасьевича Гасиева. Виктор Афанасьевич Гасиев прожил 84 года, и только на 71-м году жизни к нему пришла заслуженная слава. Его изобретение, сделанное в 15-летнем возрасте, открыло целую эпоху в развитии мировой полиграфической индустрии. Он, как и его отец Афанасий Гасиев, выдающийся мыслитель осетинского народа, вышел в число национальных героев Осетии, почитаемых благодарными потомками. Господину казенному чиновнику Афанасию Гасиеву. Рапорт. Доношу вам, что машина моя наконец окончена и модель работает. Посему прошу ускорить отправкой прошения в выдаче мне привилегии. Чертежи и объяснения устройства машины я изготовлю. Виктор Афанасьевич Гасиев. 11 сентября 1897 год. Город Елисаветполь. Этот текст Виктор набрал на действующей модели своей фотонаборной машины и в такой вот шутливой форме представил его отцу. Это было около 120 лет назад. Глава семьи принял условия игры и подготовил заявку в Санкт-Петербург в Департамент торговли и мануфактур. Надо отметить, что юный изобретатель был требователен к себе и не спешил с заявкой. Он продолжал совершенствовать свою идею замены свинцового шрифта фотографическим аналогом. Все созданные им модели существенно отличались между собой не только частностями, но и принципами построения и работы. Лучшей оказалась 5-я модель. Он назвал ее фототипно-наборной машиной. Многие принципы, положенные в основу ее конструкции, сохранили свое значение до настоящего времени. Заметим, что начинающему изобретателю на момент отправки документов было всего 15 лет, и он считался несовершеннолетним. Именно поэтому его отец, будучи государственным чиновником, должным образом оформил и отправил заявку в Санкт-Петербург, приложив фотографию машины, образцы набора и чертежи. В заявке содержалась просьба о получении 15-летней привилегии на окончание и введение в употребление. Через долгих 3 года пришло сообщение, что Виктору Афанасьевичу выдана официальная привилегия на изобретение. Сообщение об этом было также опубликовано в ежегодном своде привилегий, выданных в России. В приложении к ответу были изложены условия, в соответствии с которыми изобретатель должен ежегодно платить пошлину, размер которой с каждым годом увеличивается. Кроме того, он был обязан через 5 лет представить справку о внедрении изобретения. Средств в семье на это не было, и дело заглохло. Но изобретением Виктора Гасиева стали успешно заниматься за рубежом, так как после выдачи привилегии Гасиеву описание машины было разослано в патентные ведомства многих стран. Так изобретатель остался наедине со своими проблемами. Это были тяжелые годы для дружной семьи Гасиевых. Виктор продолжал занятия любимым делом,
но еще два уже запатентованных изобретения, новый тип затвора для фотоаппарата и резиновая игла для граммофона, были отвергнуты из-за противодействия фирм, не пожелавших вкладывать средства в новое производство. Тогда же отец изобретателя был вынужден оставить госслужбу в Елисаветполе из-за публичной защиты прав безземельных крестьян. В результате семья была вынуждена переселиться во Владикавказ. Мать Виктора, Мария Адольфовна Буйницкая, полька по происхождению, продолжала заниматься с сыном языками и литературой, а Гасиев-старший полностью переключился на научную и публицистическую работу. Он внес серьезный вклад в изучение проблем философии, истории религий, подготовил руководство по нумизматике, перевел с русского на осетинский учебник физики, выступал в печати по вопросам экономического положения горцев Кавказа. Афанасий Абрамович Гасиев – один из самых ярких, самых образованных, глубоко мыслящих представителей осетинской интеллигенции конца XIX – начала XX века. Вот интересы его вообще поражают разносторонностью. Он и богослов, он и историк религии, он философ, социолог, педагог. То есть сфера знаний его вообще невероятно широка, кругозор огромен. Ему вообще повезло, он в числе очень немногих тогда осетинских мальчиков, выросших в осетинской слободке Владикавказа, получил возможность окончить сперва духовное училище Тифлисское, сперва Владикавказское, затем Тифлисское, потом закончил Киевскую духовную академию. То есть он получил прекрасное по тому времени богословское образование. А богословское образование, оно отличалось тем, что в нем акцент делался на древних языках. Давалось очень систематическое знание древних языков, от арамейского до греческого. Большие знания по истории, литературе и конкретно по истории религии и богословия. Те принципы, которыми он руководствовался в целом, как будучи известным педагогом, он, конечно, использовал и в своей семье. И говорить и о воспитании сына в национальном духе, безусловно, можно, но никак не противопоставляя общечеловеческим ценностям, которые он старался привить своему сыну. Уважение к старшим, благородство, честность, они одинаково присущи и национальной системе образования и обучения, так и тому уровню, на котором работал и мыслил, европейскому, можно сказать, цивилизованному уровню. Здесь нельзя противопоставить одно другому, это было связано внутри семьи, по крайней мере, точно так. Он вообще к воспитанию своего единственного сына подошел очень ответственно. То есть не так вот, так сказать, по ходу жизни с самотеком это пустил, а сформулировал такие четкие основы своего подхода воспитательного, который он назвал «правила воспитания», где сформулировал основы такого . Там и любовь к отчизне, любовь к труду, уважение к старшим, уважение к знаниям, самостоятельность суждений, самостоятельность поступков. Там много позиций. И очень так планомерно, спокойно, ненавязчиво все это, так сказать, реализовывал в процессе воспитания своего сына. И неудивительно, что Виктор уже с очень малых лет обнаружил огромную любознательность, интерес к чтению. Уже в 5 лет он самостоятельно читал многие адаптированные для его возраста книги, такие, например, как «Дон Кихот» в адаптированном для детей виде, там «Конек-горбунок» Ершова, «Гулливер», «Робинзон Крузо». То есть уже у 5-летнего ребенка такой был круг чтения. А там дальше появилось увлечение какими-то точными науками. Он очень много читал по механике, по физике.
и уже неплохо рисовал, будучи даже уже еще очень маленьким, хорошо рисовал красками, значит, лепил, клеил из картона какие-то, значит, игрушки сам самостоятельно делал, домики. То есть у него уже вот в таком, ну, совсем юношеском, будем говорить, детском вообще возрасте проявился интерес к вот, самостоятельному творчеству. Сын Афанасия Афако-Гасиева, Виктор, родился в 1879 году на Хичеване, Ереванской губернии. Отцу изобретателя было тогда 35 лет. Он часто разъезжал по Закавказью в качестве агента-попечителя над кочевым населением от Министерства земледелия губернии. Одновременно он живо интересовался археологией этого неизведанного края, не оставлял без внимания вопросы экономики, культуры и быта местного населения. Кроме того, Афанасий Гасиев публиковал статьи в газетах и научных журналах. Чрезвычайно оригинальной оказалась его работа по сравнительной нумизматике, о проникновении в Закавказье монет греко-римских народов. Уже в тот период Виктор стал помогать отцу в его деятельности. Он освободил Гасиева-старшего от необходимости делать дорогостоящие заказы художникам по изготовлению рисунков древних монет и стал сам выполнять эту кропотливую работу. Нередко отец поручал сыну корректуру своих статей, и Виктор справлялся с этим довольно успешно. Параллельно он занимался изготовлением разных технических приспособлений, что всячески поощрялось родителями. То, что вот сейчас называют макетированием, ребенок этим занимался с детства. По всей вероятности, при помощи отца и под влиянием своего отца. Это не случайно. Вот. И потом это проявилось в его изобретательстве. И фотоаппарат для объемного фотографирования он изготовил своими руками из подручных материалов. И там эти шрифты набирал нетрадиционным способом, когда не было металла, он находил материал для их изготовления. И в тот довольно тяжелый период, который наша страна находилась, он такие небольшие, но очень нужные для конкретного времени, для конкретных потребностей изобретения у него были. Но, к сожалению, большинство их потеряли. Даже фотонаборную машину мы имеем только в виде макета, не более того. Виктор Гасиев с детства увлекался фотографией. Досконально изучив фотопроцесс, он своими руками смастерил фото и киноаппарат, изобрел фотозапись звука и аппарат для фотографирования Солнца. Это увлечение привело его к мысли об объединении фотографии и печатного дела. Во время съемки фотографы делали такие интересные движения. Вот снимали крышку и кричали: «Внимание, приготовиться, не шевелиться!» И вот таким пасом, оказывается, они производили съемку за счет того, пока время открытия объектива, это была экспозиция. Вот. Довольно-таки сложная штука, потому что можно быстро сделать, можно тише сделать. Это уже зависело от опытности так, фотографа и от его сноровки. Вот. Но, значит, наш земляк Виктор Афанасьевич Гасиев придумал такое приспособление. Вместо вот этой крышки он придумал вот такой затвор. Это затвор прикреплялся к объективу, на объектив, и нажимая на вот эту грушу, открывалась шторка, вот, и таким образом производилась, значит, экспозиция. Вот можете себе представить, что этой конструкции примерно 100 лет. Эта конструкция сохранила
свое значение до современного состояния. Вот сейчас немецкая какая-то фирма выпустила вот такие затворы с такой же грушей, с такой же системой, но уже более совершенные. Вот представляете, вот так работает, значит, эта штука. Она работает и вручную, и в автоматическом режиме. То есть, вот видите, вот такая заслуга нашего земляка. В списке изобретений Виктора Гасиева свыше 50 наименований. Среди них новый способ изготовления типографских клише, фотоклиностат для растений, граммофонная мембрана с резиновой иглой. Пара таких игл с мембранами давали так называемый ультрафонный эффект. В 20-е годы прошлого века в Осетии стали издаваться учебники на родном языке. К тому времени Виктор Гасиев уже работал в цехе цинкографии республиканской типографии. И здесь он проявил свою изобретательность. Виктор Афанасьевич предложил новый способ изготовления полутоновых клише на сухих фотопластинках. Это новшество позволило включать в учебники иллюстрации, картинки и чертежи. Отец изобретателя Афанасий Гасиев после окончания Киевской духовной академии активно работал в Тифлисе, в обществе по восстановлению православного христианства на Кавказе, но вскоре получил новое назначение, на этот раз в родные края. В истории Осетии Моздок сыграл очень важную роль на разных этапах своего развития. Достаточно отметить, что первая осетинская школа возникла именно в Моздоке. Вообще священнослужители внесли свою определенную лепту в просвещение. Именно здесь, в Моздоке, появилось духовное училище, первым смотрителем которого был Афанасий Абрамович Гасиев. Они, священнослужители, их людей, закончивших семинарии, академии, их куда-то посылают работать там, где они нужны. Вот таким образом, наверное, тогда посчитали, что Афанасий Абрамович Гасиев, в Осетии его назвали Афако, что вот он здесь, в Моздоке, наверное, нужен. Мы вообще, моздокчане, горды тем, что несколько лет жизни этого человека прошли в нашем городе. Здесь он работал, творил, здесь он ратовал за просвещение моздокчан. Как только он начал работать, он как бы бурно так вот развернул деятельность. Он многое делал для того, чтобы просвещение было на должном уровне. Кстати, я должна отметить, что он же очень много делал для того, чтобы и девочки получали образование. Он говорил, что из-за патриархальных взглядов своих родителей они не могут расширять свой кругозор. Он даже обратился к сознательным моздокчанам, как он говорил, считал, чтобы они помогли, ввели такой налог, чтобы, или оказывали содействие женской школе, чтобы она существовала, и на какие-то расходы, нужды были эти деньги. Может быть, благодаря этому его старанию чуть позже в Моздоке появилась женская прогимназия. Кстати, хочу сказать, что находилась она в этом здании нынешнего музея краеведения. Хочу также отметить, что его прогрессивные взгляды в области образования, они были сродни великому педагогу русскому Константину Дмитриевичу Ушинскому. Его книгу «Родное слово» и книга для чтения Бунакова он считал самыми приемлемыми в образовательном процессе здесь, в Моздоке. Благодаря ему были переведены многие книги на осетинский язык. Он ратовал за то, чтобы здесь, в школах, преподавание велось и на родном языке. Он прекрасно осознавал значение русского языка для своего народа, знание русского языка, знакомило с русской культурой, это было важно. Но и в то же время он подчеркивал, что надо в школах преподавать и родной язык. До нас дошли его более 15 работ, это только философского, религиозно-нравственного звучания. Вообще я считаю, что очень многое сделал этот человек, и я даже склонна считать, что, наверное, в Моздоке надо было бы как-то в истории города
и озвучить, и, наверное, как-то отметить деятельность этого человека. И сын же был такой самородок, Виктор его звали. Вот он в 15 лет фотонаборную машину он же сделал. Существенное преимущество фотонабора было по сравнению с горячим набором. И по экономическим показателям, и по социальным, и по технологическим возможностям. Это была, конечно, революция. Почему мы говорим про этапы? Как этапы определяются? А этапы, наверное, определяются, что они дают существенный новый вклад. Да, вот в аксилографии появилось изобретение Гутенберга. Это же серьезное было явление в жизни общества, дало совершенно иной эффект. Сразу стало существенно развиваться книгопечатание. Потом появились механические системы набора. Да, вот Моргенталер, линотипы. Это тоже была революция. Дело в том, что вот почему все это появилось? Да потому что в те годы стала развиваться газета, как такое социальное явление. А газеты требуют оперативности. Нельзя было вручную набирать газету. Времени не хватало. Поэтому жизнь заставила появиться новым механическим средством. И это дало колоссальный эффект. И фотонабор то же самое. Понимаете, пришла жизнь к тому, что нельзя было уже по-старому выпускать книги. По оформлению, качество продукции. Потребитель требовал качества. А фотонабор по сравнению с механическим набором, вот таким, с горячим, давал очень высокое качество. Одно дело отлитая, так сказать, литера, да, другое дело фотография, буквочки. Ровненькая, красивая, любого размера. Это, конечно, другое дело. В конце XIX века Отто Мергенталер изобрел линотип. Линотип позволял наборщице, которая сидела за клавиатурой, набирать текст. В этой машине набор с помощью металлических литеров выстраивался в ряд, и в этой же машине он отливался в строку, и вот уже верстка происходила не буквенная, а вот этими строками. 50-е, 60-е годы уже фотонабор появился чисто, вот, идея которого возникла еще в конце XIX века. Но осуществление произошло только в середине практически 20-го. Одна из первых идей, превращенных в несколько вариантов фотонабора, предложил, изобрел, это Гасиев, Виктор Афанасьевич Гасиев. Вот. Ну и вот один из вариантов здесь показан, это шрифтоноситель. Он вращался, и с помощью света, луч света проходил в тот шрифт, который нужно было набрать, и это сразу набиралось на пленку. И вот эта пленка становилась формой для печати. Эта фотоформа накладывалась на офсетную пластину таким вот образом. Сейчас мы покажем. Вот таким вот образом. И потом она отпечатывается здесь. Специальным образом обрабатывается, ставится в машину офсетную и печатается. Сейчас большая часть книг печатается, и вообще изданий это офсетная печать. Изобретение фотонаборной машины значимо не только своим приоритетом, но и тем фактом, что это сделал 15-летний юноша. Доскональное знание фотографического процесса позволило Виктору Гасиеву объединить его с печатным делом. Помогая отцу в его издательских делах, он уже знал особенности типографского процесса. Удручающее впечатление произвел на него тяжелый труд наборщиков. Кропотливый ручной набор текстов был тогда единственным способом в печатном производстве. Пыль от свинцовых шрифтов, ужасные условия труда наборщиков были причиной их ранних заболеваний и преждевременных смертей. Желание облегчить их труд подтолкнуло юного изобретателя к созданию для работников более совершенного и безопасного способа набора.
Что такое типографский набор? Это соединение металлических литер в слова и фразы. Трудна и кропотливая эта работа. До сегодняшнего дня соседствуют в типографиях старые и новые наборные машины. Цех современных фотонаборных машин. Мало кто знает, что первую такую машину создал талантливый изобретатель Виктор Афанасьевич Гасиев. Список его изобретений велик, но фотонабор – главное изобретение. Может быть, потому первыми, кто напомнил о 110-й годовщине со дня его рождения, были работники книжной типографии. 110 лет со дня рождения Гасиева отмечается он впервые. И это радостно, что этому посвятила типография время свое. Радостно, что этой типографии присвоено имя Гасиева, который так много сделал для республики. И не только для республики, потому что его имя известно всему миру. И наоборот, у нас оно было предано забвению. Иначе как можно... Заместитель председателя Северостинского отделения Советского фонда культуры Гюль Федоровна Федосеева. И спасибо комсомольцам и молодым учащимся профтехобразования, типографским учащимся, которые организовали этот поиск. Вернулось из забвения имя этого ученого, изобретателя, который так много сделал для Северной Осетии, да и не только для нее. Мне кажется, очень важный момент, что типографии присвоено имя Гасиева. На протяжении многих лет, вплоть до середины 20 века, об изобретении Виктора Гасиева в стране никто ничего не знал. Революции, войны, новая идеология. Изобретатель остался наедине со своими проблемами. Но вот в 1950 году историк и писатель Евгений Немировский, работая в Ленинграде в госархивах, случайно обнаружил лист патентной заявки Виктора Гасиева. Он вместе с коллегой Тепловым опубликовал сообщение о сенсационной находке в центральной прессе. Эта новость взбудоражила общественность. Мы первые в мире. Студенты Московского полиграфического института даже заказали портрет Виктора Гасиева масляными красками и пронесли его по Красной площади в Москве. В это же время ранее безвестный сотрудник Северостинского пединститута, лаборант физико-математического факультета, принимал поздравления. Его наградили орденом Трудового Красного Знамени и присвоили почетное звание заслуженного работника науки и техники. Характерной особенностью изобретателя Виктора Гасиева было умение находить простые решения сложных технических вопросов. Они увлекали своей доступностью как специалистов, так и учащуюся молодежь. Студенты пединститута продемонстрировали макет его машины во время первомайского праздника в столице Северной Осетии. Я был помощником дежурного по гарнизону. Прибегают с правдой, с газетой. О, Борис, товарищ старшина, значит, вот Гасиев. Стоит этот самый Виктор. Стоит этот старик, наверное, в лаборатории, на первой странице, вот внизу, вот как сегодня помню. Ага, ну они просто, вон, мол, Гасиев. И соль в чем? Не в открытии, что он изобрел, а самое главное, мне даже самому понравилась его душа. Значит, что он говорит? Вот там вот было написано, вот как сегодня помню. Значит, деньги, премию дали за изобретение. Первый в мире изобрел фотонаборную машину. А он говорит, я в деньгах не нуждаюсь. За эти деньги постройте детсад для этих бедных.
детей. Ты смотри, вот сейчас, если вот сравнить с нашими олигархами, это они тебе ни одной копейки не дадут. А вот смотрите, какая душа у него была. А ведь он же не женился, он семейную теплоту не испытал, он на какой-то шкуре спал. Вот в таком возрасте сам готовился. Это вот чувство, он отдался полностью науке. Вот. Я поступила на первый курс физико-математического факультета. И у нас проходили лекции по механике, где лаборантом, демонстратором был Виктор Афанасьевич Гасиев. Он демонстрировал опыты по механике, на закон сохранения импульса, мертвую петлю демонстрировал. Это он все делал своими руками и потом вот демонстрировал это. Когда нам представляли его, Гасиев, вот такое, знаете, было уважительно, такое вот прямо, отношение, Гасиев. И мы вот это, я вот только поэтому и запомнила, понимаете, я обратила внимание на него, что вот с таким пиететом о нем говорили окружающие. Молчаливый, неразговорчивый, с очень проницательными глазами, аккуратный. И это было заметно по вот тем, знаете, очень сдержанный и не жестикулировал практически, но каждое движение у него было целенаправленным и законченным. Вот это я очень хорошо помню. Потом он очень заболел и уже больше не работал на факультете. И мы, первокурсники, время от времени приходили, чтобы помочь ему там по хозяйству и вот присмотреть за больным человеком. И вот я помню его очень, да, такое весьма скромное убранство комнаты. Мне кажется, что он вел даже такой аскетический образ жизни. И он весьма скромный человек, который не мог сам продвигать свое изобретение. Если бы, конечно, как сейчас говорят, был какой-то менеджер, он бы вот помог ему это изобретение внедрить. И причем впервые на его изобретение в Германии обратили внимание. Да, там, говорят, в Дрездене, кажется, стоит памятник. Да. И помнят. А вот наша типография даже потом установила, благодаря Виктору Афанасьевичу, уже после его смерти, конечно, связь с той типографией Германии. И мы были на юбилее, посвященном, по-моему, столетию со дня рождения Виктора Афанасьевича Гасиева в типографии. Тогда была еще жива Фрида Несонная. И мы вдвоем пошли, больше никого не было, кто бы знал, и они нас пригласили на этот юбилейный вечер. И там показали, вот, рассказали и зачитали приветственную телеграмму из Германии. У нас бывают задания такие, либо памятник, либо надгробие тем, кого нет. И в частности, вот на одном из заданий у нас была тема памятник Виктору Афанасьевичу Гасиеву. Вот этот проект, он такой краткосрочный был, за один день должны были сделать. Весь курс принимал участие. Я до этого о нем никогда не слышала. Для меня это было открытие.
Тема не всем далась, но одна работа была очень интересная. Она сразу била как бы в точку. Вообще в искусстве же очень важна точность. И вот такой работой была работа Касаевой Аланы. Оно, может быть, было более лаконичным и ясным. Шрифт и портрет Гасиева был выдержан в этом же стиле и размещен на разных плоскостях. И в перспективе он был растянут. Тема, с одной стороны, печати, с другой стороны, тема фотографии. И вот Алане Касаевой удалось вот эти два понятия вот в таком материальном изображении объединить. Мы сразу все обратили внимание на эту работу и предложили немного доработать с тем, чтобы послать в Екатеринбург на всероссийскую выставку архитектурных и скульптурных работ, посвященных России. И эта работа, надо сказать, в Екатеринбурге тоже очень понравилась. И они ее представили на финальной выставке в Москве, в Манеже. Так что есть основа для того, чтобы уже думать о том, что памятник Виктору Гасиеву все-таки должен быть в нашем городе. Лучше всего для этого подходит территория перед Домом печати. Почему имя и отца, и сына было надолго забыто? К сожалению, это не их вина, это уровень нашего общества. Чрезмерная идеологизация и непонимание того, что наследство, которое нам досталось от Гасиевых. Фотонаборная машина была изобретена в нашей стране, но она была сделана и начала работать за рубежом. На долгие годы перестали публиковаться работы Афанасия Гасиева. Имя его практически было вычеркнуто из нашей истории. Но деятели нашей культуры, они, невзирая ни на что, сумели доказать и ценность, и важность учения, проповедуемые Афанасием Гасиевым. Имена Афанасия и Виктора Гасиевых навсегда вписаны в историю осетинского народа, в историю нашей страны. Они стали олицетворением святости и гражданского мужества. Отец был защитником прав нуждающихся. Стимулом для сына стал гуманный принцип улучшения условий труда и жизни человека. И пока хранится память о таких людях, будет жить и приумножаться народ, будет развиваться страна.